Так, у нас осталось 2 минутки буквально, и мы с вами подключимся уже к музею. Ребята, если у вас есть вопросы, на которые вы хотите найти ответы, да, вы можете написать в чате, мы все это посмотрим. И в пятницу Александр Гизалов полностью будет отвечать именно на ваши вопросы. Поэтому, если подумаете, во время экскурсии вы можете написать в чате, какие у вас интересные вопросы, либо если вы сейчас не сможете, не успеете сформулировать правильно вопросы, то вы можете свои вопросы передать вашим кураторам. Все ваши кураторы с нами знакомы, с нами общаются, поэтому ваши вопросы они обязательно нам передадут. Так, давайте мы с вами сейчас подключимся. Леонид, мы с вами вместе отправляемся в музей «Моя история». Доброго времени суток, дорогие онлайн-экскурсанты. И сегодня мы с вами посетим зал, посвященный династии Рюриковичей. И начать необходимо наше повествование с личности легендарной, которая и заложила, как считает новгородская летопись или повесть временных лет, основание для существования целых поколений будущих правителей России. Это Рюрик, призванный извне. Он был или норманном, или скандинавом, а по некоторым историческим данным даже западным славянином. Но тем не менее, основавшись в городе Новгороде, что подтверждается дополнительными археологическими источниками, все дело в том, что постройки датируются примерно X веком, то есть в эту самую эпоху, когда Рюрик по летописям пришел править вместе со своими братьями на русскую землю. Основавшись в Новгороде и несколько лет спустя взяв под свой контроль Ладогу, он постепенно начал расширять свое влияние на остальные славянские племена. После смерти Рюрика, опять-таки, по множеству письменных источников непонятно окончательно, какова была причина его смерти. По одной версии он умер на войне, а по другой представился, как это любо было так говорить. К правлению приступает Олег. Вернее, даже не к правлению, а к регенству при малолетнем наследнике Игоре. Это сын Рюрика. Олег, в принципе, в российской истории запомнился по одному прозвищу Вещий. Оно было получено им благодаря высокому интеллекту и способностью некоторой такой мистической даже предсказывать будущее. Он известен одной легендой, что вот якобы волхвы, это языческие священнослужители, предсказали ему смерть от собственного же коня. Повторюсь коротко по поводу этой легенды, что конь скончался, он пришел к его останкам и начал смеяться, что вот от этого ли я должен был умереть, и пнув череп разложившихся останков коня, он спровоцировал змею на атаку, получил бесконечный урон и скончался от отравления. Вот что нам известно про Олега.
Но неизвестные и скрытые страницы его смерти, в принципе, нам могут вот о чем сказать, что он был регентом при уже достаточно возросшем Игоре. Но это уже совсем мутная история. После загадочной смерти Олега уже расширенное русское государство, которое присоединило к себе в том числе и Киев, наступает эпоха Игоря, наследника Рюрика, Рюрикова имени. Его эпоха, она символизируется некоторой такой анархией. Дело в том, что до сих пор по финансовой стороне вопросов не было четко разграниченных налоговых поставок от подданных князя. И не было четких границ, где передача этих налогов и осуществлялась. Здесь есть одна замечательная фраза, которая полностью и символизирует этого человека. Глупость и алчность – истинная причина его смерти. По датировке его кончины 945 года здесь опять-таки множество совершенно противоречивых мнений, но если же говорить про суть его смерти, то в начале года он начал собирать со своих подданных дань. И племя древлян, которое отплатило ему дань намного больше, чем он от них рассчитывал, и спровоцировало его в некотором смысле снова пойти к ним выпрашивать эту самую дань. Через несколько месяцев спустя уже, а не через год. Это обстоятельство, оно отложилось весьма печальным образом для этого князя. Всю его дружину перебили, а самого князя четвертовали. После смерти Игоря скоропостижной наступает эпоха княгини Ольги. Она являлась женой Игоря и матерью Святослава. В Русской Православной Церкви Ольга почитается как святая. Все дело в том, что она первая из русских правителей, кто принял православие. Ольга, несмотря на этот статус святой, была все-таки женщиной своей эпохи. Эпохи весьма жестокой и кровопролитной. И отомстила, можно так сказать, даже по-библейски. Око за око. За собственного мужа, которого она, вероятнее всего, любила. Открытое противостояние против собственного сюзерена – это не что иное, как восстание, которое может в будущем спровоцировать развал государства. Ольга же это восстание пресекла на корню. Мы снова отсылаемся к легендам, и, исходя из этих легенд, отомщение шло в 3 основных фазы. Первая, когда она пригласила древлян, которые пришли к ней насильно свататься, замуж. Она усадила их на ладью и прокатила через весь город. В конце города их ожидала яма и закапывание заживо. Второй акт мщения, он заключался еще более в кровавых деталях. После того, как люди были убиты
древлянская знать снова к ней пришла и спрашивает, что это такое только что произошло. В общих чертах, если сказать, то она была недовольна теми, кто к ней пришел, мол, а здесь у нас на родине почти каждый второй точно такой же. Это были не лучшие мужья. Во второй раз она уже подожгла баню под предлогом, что необходимо по нашим обычаям умыться. И в третий же акт она полностью сожгла город с помощью птичек, к которым были привязаны хворостинки. Святослав Игоревич, сын Ольги и Игоря, был человеком, который в малолетстве лишился отца и отчасти матери, потому что она в основном занималась государственным управлением, но никак не воспитанием собственного отпрыска. И по этой причине воспитанием по большей степени занимались военные дружинники. И это отразилось на нем. Он стал блестящим полководцем, но при этом всячески отрицал православную веру, оставался истовым язычником. И эпоха его, она отражается в том, что все-таки все его умения, навыки, они пошли на уничтожение основного естественного противника хазар. Но после очередной войны с Византией и неудачного похода на Константинополь, возвращаясь по пути домой, он был убит уже новым сильным противником печенегами. Из его головы предводитель печенегов хан Куря сделал чашу. Чаша была церемониальная, из которой он испевал напитки и, по его собственным мыслям, подпитывался силой этого князя. То есть в его полководческой силе, мысли военной никто даже не сомневался. После Святослава наступает период первой крупной междоусобной войны, победителями из которого выходит всеми известный князь Владимир I. У него множество прозвищ, в том числе и Владимир Креститель, Владимир Святой, Владимир Красное Солнышко. Но, опять же, не будем забывать и романтизировать эту эпоху. Эпоха была достаточно жестокая, и человек полностью ей соответствовал. В некоторых моментах даже палку мог перегибать. Тем не менее, Владимир запомнился как приниматель православия в государственном масштабе. Это было обусловлено тем, что острые политические вопросы необходимо было все-таки решать. Православие позволяло быть более мобильным. И здесь, в этой связи, великокняжеский титул, он приравнивался к титулам французского короля или того же самого короля Испании и тому подобное. И несколько роднило их с византийцами. То есть страна теперь уже приобретала более цивилизованный облик. Владимир I имел множество детей. Это в будущем также спровоцирует крупную междоусобную войну. Но помимо этого необходимо сказать еще и то, что он после принятия православия все-таки начал задумываться о том, чтобы статусу цивилизованной страны соответствовать. И для того, чтобы это сделать, необходимо было распространить грамотность.
Письменности как таковой не было. Что необходимо для этого сделать? Взять греческий алфавит и на его уже основе создать собственный славянский. И появилась письменность, уставное письмо, в котором не было большинства все-таки гласных букв, звуков, вернее. То есть, если писалось «государь», то это писалось не иначе, как «гадырь». Не было знаков препинания и пробелов. А к тому же еще не существовало еще такого понятия, как арабские цифры. Цифры были буквенного обозначения. Но это первая русская, можно сказать даже, государственная письменность. Она распространилась довольно-таки широко. Этим мы и запомнили эпоху Владимира I. Эпоха Ярослава Мудрого характеризуется бурным развитием городов. Он также известен и тем, что строил Софийские соборы там, где это только возможно. В городе Киеве, в Новгороде самые крупные из этих Софийских соборов. Он также известен еще и как автор «Русской правды», первого свода законов. Но по существу своей это не более чем отложение обычного права на бумаге. То есть, если раньше не было такой возможности, то уже потом, с появлением письменности, такая возможность появилась. Эпоха Ярослава Мудрого в целом характеризуется как расцвет киевского государства. Затем наступает постепенная деградация политических строев в киевском государстве и постепенный переход на эпоху раздробленности. Раздробленность, в принципе, характеризуется тем, что ослабляются внешние границы из-за того, что каждое княжество уже стоит исключительно за свой родной дом. Нет общего центра объединения этого огромного русского государства. И уже на этой ноте как раз-таки развиваются наступления на восток и на запад монгольской армии. В 1206 году предводителем монгольской империи стал Чингисхан, и его империя стремительно расширялась на восточной территории, в том числе и очереди своей ожидала Русь. Вопрос о том, чтобы преодолеть раздробленность, которая началась несколько раньше, и о том, чтобы возглавить сопротивление монгольским завоевателям, он стоял открытый. И здесь на политическую арену выдвигаются два сильных княжества. Княжество Тверское, которое некоторое время даже лидировало в этой гонке, и княжество Московское. Самым ярким представителем Московского княжества, московских князей, был Иван Данилович Калита. Он был по своей сути человеком очень хитрым, бережливым, и это даже характеризует его прозвище. С старославянского «калита» означает «кошелек». Он является первым, кто начал основательное строительство Москвы. Построил деревянные здания Московского Кремля, возвел вокруг этого города стены, вокруг обветшалых уже и довольно-таки старых покосившихся. Стены были дубовые. Иван Данилович также еще и известен тем, что он был человеком, кто отказался от переезда в столицу Владимирского княжества
город Владимир. Он остался в своей резиденции в Москве. И уже в ходе длительных разговоров с митрополитом сумел добиться того, чтобы институт митрополита переехал к нему в Москву. Это и являлось первым шагом для того, чтобы сместить центр собирания русских земель в Москву. В дальнейшем эта политика продолжится уже Дмитрием Донским, Василиями и так далее. Кульминацией всех стараний целых поколений русских князей, московских Рюриковичей, было появление на свет Ивана III. В будущем он станет Иваном Великим. Здесь, раскладывая его прозвище на составляющие, необходимо вспомнить о том, что он является первым государем России, московского государства. Но чтобы этого статуса добиться, необходимо избавиться от монгольского ига. В 1480 году случается месячное стояние на реке Угре. Оно было уже предтечей того, что московский великий князь отказался платить дань. И чтобы как-то проучить его, монголы снарядили целое войско. Месяц они стояли друг напротив друга на устье этой реки. Итогом всего этого стало подписание мирного договора, которое освобождало Великое Московское княжество от монголов, от золотоордынцев. В Золотой Орде же начался постепенный процесс распада, в то время как Москва, наоборот, возвышалась. Его стараниями были объединены все земли, у которых были общие ранее исторические и политические границы. Новгород, Смоленск. И также необходимо еще вспомнить о том, что московский государь Иван III является практически автором доктрины «Москва, Третий Рим». Это стало возможным благодаря успешному династическому браку с родной сестрой последнего римского императора из Византии, Софьей Палеолог. Также это еще и являлось основанием для перенятия после падения Византийской империи их символа основного – двуглавого орла, который смотрит и на запад, и на восток. Этот символ до сих пор является государственным в России. Иван IV, сын Василия III, долгожданный сын. Он считал себя бесплодным, потому что вплоть до самой старости не мог завести наследника. И уже после брака с Еленой Глинской у него появился долгожданный сын. Внук Ивана III, человек действительно эпохальный. Про него снято столько фильмов, написано столько романов, что вот действительно содрогаешься перед ним. Спустя некоторое время, спустя 3 года, скончался его отец. Он остался под попечением и регенством своей матери Елены. Спустя 5 лет не станет и ее. И в 8 лет Иван IV останется круглым сиротой в окружении бояр, которое было настроено к нему несколько враждебно. Его забывали кормить,
плохо к нему обращались, и это отложилось в конечном итоге в его характере личности. Он стал несколько неуравновешенным и психически нестабильным человеком. Но если же переходить к деяниям, которые совершались в его эпоху, то необходимо вспомнить, во-первых, Елену Глинскую. Она является автором весьма успешной и своевременной финансовой реформы. Сабельки, так называемые денежные единицы разновесовой категории, они наконец-то ушли в историю. Наступила эпоха копеек. Этимология этого слова, она происходит именно от аверса этой самой монеты. Все дело в том, что великий князь, или же, по некоторым интерпретациям, Георгий Победоносец здесь был изображен уже не с саблей в руке, а с копьем. Вот отсюда и происходит это название копейка. Эти деньги, они стали уже равновесовые, 0,2 грамма серебра. И несколько стабилизировали финансовую систему в России. Если же переходить уже к личности Ивана Грозного, то необходимо вспомнить про судебник 1550 года. Стройный свод законов, который к тому же еще и исторически развивал вопрос закрепощения крестьян. Если же вспоминать про его военные походы, то он тот человек, кто разгромил остатки Золотой Орды, Астраханское ханство и Казанское ханство. Человек из-под легкой руки покорил оба эти государства. Затем еще необходимо вспомнить и про Ливонскую войну. В общей сложности она длилась 25 лет и закончилась ничем для России, из-за того, что Ливония, как государственное образование, прекратила свое существование. Эта война высосала все соки из России, в том числе и финансовые. Армия стала уже более дряхлой, несмотря на недавние стрелецкие реформы. И вот этим самым и охарактеризовывается эпоха Ивана IV. Его деспотичность и характер отложились также и в репрессивной политике, которую он вел против собственной оппозиции, как бы сейчас выразились. В этой связи уместно рассказать про опричнину, период, когда царь разделил государство на территории бояр и собственные владения. Опричнина же стала его личным войском, благодаря которому он мог уничтожать все неугодное для него сопротивление. Иван IV скончался. Скончался его старший наследник Иван Иванович и младший Дмитрий Иванович. Остался средний сын Федор. Но особенность его личности, она заключалась в том, что он был несколько умственно неполноценным. Он страдал от психических болезней, умственного развития. К тому же у него были проблемы с деторождением. У него родилась единственная дочь, которая скончалась спустя 2 года. То есть некоторые проблемы с фертильностью точно были, и это, к сожалению, в будущем отразится на всей истории. Тем не менее, эпоха Федора, она заключающая в этой всей цепочке династии Рюриковичей. При нем был весьма успешный регент Борис Федорович Годунов. Он, собственно говоря, и управлял всей страной, в то время как Федор любил большую часть времени проводить в молитвах.
У него даже прозвище было «Блаженный», поцелованный Богом, так называемый и обозначенный. Эпоха Федора, она запомнилась в российской истории тяжелым наследием его отца. Необходимо было вытаскивать страну из экономического кризиса, которая развилась в результате Ливонской войны. Тем не менее, из весьма таких успешных преобразований в эту эпоху необходимо сказать про развитие мысли оружейной. Артиллерия, как таковая, пушки и тому подобное стали доступны для России. Их начали в том числе здесь и производить, в западных территориях России. Но в 1598 году царь Федор I скончался, не оставив после себя прямого наследника. После него наступает эпоха смутного периода, которая продлилась в общей сложности 15 лет. И результатом этой эпохи стало то, что к управлению в России придет новая династия. Но, как бы сказал Леонид Каневский, это уже совсем другая история. Спасибо вам за внимание. Спасибо в команде музея «Моя история». Мы с вами еще с ними встретимся. То есть мы посмотрели только первую экспозицию, они еще нам готовят 2 экспозиции, поэтому мы с вами еще отправимся дважды на онлайн-экскурсию по музею. Я надеюсь, что мы все провели прекрасно эти полчаса с пользой, и я действительно ни разу там не была, хотя я живу в Якутске, и музей находится в Якутске, но иногда вот так вот в условиях пандемии, оказывается, можно и онлайн сходить в музей. Для меня это очень ново, и второй раз со мной такое случилось, потому что мы все с вами зимой были тоже на онлайн-экскурсии в другом музее. Вот, ребята, идите отдыхайте. Если будут вопросы, передавайте свои вопросы своим кураторам. Всего хорошего, берегите себя, до новых встреч.